Туман – это атмосферное явление при изменении температур воздуха, когда воздух наполняется взвешенными капельками воды, конденсация водяного пара. Туман образуется в низинах, где большая влажность и может как быстро возникнуть, а также быстро исчезнуть. Чем опасен туман? Если вы внезапно въехали в туман, советую снизить скорость и включить противотуманные фонари, если такие имеются, конечно. Есть два неписанных правила, как нужно себя вести в тумане. Это стараться быть максимально заметным для других и самому активно смотреть по сторонам. Скорость при езде в туман нужно выбирать в зависимости от уровня видимости, в особенности, если приходится ехать в тумане ночью. В этом случае рекомендуется использовать или противотуманные фары, или ближний свет фар. Дальний свет в тумане не помощник, потому что световой пучок направлен вверх, и туманное молоко становится более плотным. А наша задача – безопасность всех участников дорожного движения. Ночное вождение, самый большой ваш враг — это грязное стекло, грязные фары и большая скорость. Если вы едете ночью по неосвещенной трассе, скорость движения ваша, скажем, 100 км в час, то у вас тормозной путь будет дальше, чем светят ваши фары. Если вы увидите какое-то препятствие, то тормозного пути, скорее всего, у вас не хватит. Также, когда вы едете не по трассе, вы едете по городу, чем меньше улицы освещены, тем скорость движения должна быть меньше. Люди переходят часто в неположенных местах, и они будут прямо из темноты выходить вам на дорогу, поэтому смотрите очень внимательно. Поэтому чем меньше освещены улицы, тем меньше делайте скорость, это будет ваша безопасность. Протирайте фары, потому что если фары у вас будут грязные, они будут плохо освещать, естественно, вы можете не досмотреть какого-то пешехода, у вас будет плохая видимость. Вот сейчас я еду по хорошо освещенной улице, выключаю фары, включаю фары, выключаю, включаю. То есть видно, единственное, что знаки немножко лучше подсвечу, так глобально не влияет. Но стоит вам съехать с центральной дороги на какую-то менее ходовую улицу, как вы понимаете, что у вас плохо светят фары, и обязательно нужно их протирать. Если хорошо видно вам, не значит, что хорошо видно вас. Вы должны обозначиться на дороге ночью. Когда вы включаете фары, машину с включенными фарами гораздо лучше видно, чем машину с выключенными фарами. Поэтому в ночное время вы обязательно должны включить ближний свет фар, независимо от того, хорошо освещается улица или плохо. Также не забывайте менять стеклоочистители, так называемые дворники. Дворники рекомендуют менять перед зимой, потому что самый большой расход резинок на дворниках у вас будет зимой. И чем хуже у вас дворники, тем, естественно, хуже они будут вытирать лобовое стекло. Особенно, когда идет дождь, потому что, когда дворник вытирает лобовое стекло, он оставляет пленку воды на стекле. И когда встречная машина едет и слепит вам в лобовое стекло фарами, у вас рассеивается на этой пленке воды, рассеивается свет, и вам становится очень плохо видно. И чем новее у вас дворники, тем, естественно, пленка воды будет меньше, и обзор будет у вас лучше. По поводу пешеходов, любой водитель также является и пешеходом, но любой водитель знает, как нужно переходить дорогу, потому что понимает, что другие участники движения, машины, которые к нему приближаются, могут его не увидеть. Он может быть либо в темноте, либо в темной одежде, либо водитель может быть в данный момент ослеплен фарами и так далее. Но человек, который никогда не сидел за рулем, он этого не понимает, и не понимает, что машина имеет тормозной путь. Он думает, что если он идет через дорогу, его хорошо видно. То есть я обращаюсь сейчас к пешеходам, которые никогда не сидели за рулем. Если вы идете по дороге и темно, и вам плохо видно, как вы идете даже по дороге, то вы должны понимать, что и вас на дороге, на пешеходном переходе тоже может быть очень плохо видно. Поэтому не рискуйте, смотрите за машинами, которые приближаются к вам, потому что людей сбивает, 70% сбитых людей сбивает именно на пешеходных переходах. Пешеходный переход дает вам преимущество в движении, но не делает ваш проход безопасным. Поэтому переходите дорогу очень внимательно.
вслепую. А зачем ты закрыл глаза? Сейчас узнаешь. Поверьте, это очень страшно. Кстати, здравствуйте, я Виктория Тарасова. Виктория Тарасова любит большие надежные автомобили. Ездит аккуратно. Давай. Да, конечно, каждому водителю иногда приходится ездить вслепую. И что делать, если вдруг через стекло ничего не видно? Оттепель, лужа, водопад грязи из-под колес соседних машин вдруг закрывает обзор. Это длится долгие 2, 3, 4 секунды. Достаточно, чтобы стать виновником аварии. А тебе приходилось когда-нибудь ездить вслепую? Ну, пока не было такого, и, надеюсь, не будет. Нет, сегодня будет. Итак, разгоняешься, а я поеду перед тобой, но сначала настрой зеркала. Спасибо, что напомнил. Можем ехать. Хорошо. Кстати, дворники я немного усовершенствовал. Поехали. Не отставай, не отставай. Меня не уйдешь. Грязь. Ой, боже. Что ж дворники-то не работают? Еще больше грязи. Чего ж не видно? Да, это было круто. Но такие вот грязевые ванны мне на дороге не нужны. И дворники, между прочим, никакие. Настраивать зеркала и проверять дворники нужно перед каждой поездкой. Но здесь ты допустила ошибку посерьезнее, не включила аварийку. А как же те, кто сзади? Ну, пусть дистанцию держит. А ты держала? Я нет. Иначе бы я тебя не влетела. Если обзор автомобиля вдруг оказался закрыт, действовать нужно как и при ослеплении. Правила требуют включить аварийку и, не меняя полосу движения, снизить скорость до полной остановки. Скорость 60. Секунды 3 ушло, пока ты включила дворники, и пока они хоть что-то очистили. Ну, я думаю, все 5. А за это время автомобиль проехал, угадай сколько? Думаю, много. Ну да, 83,5 метра. Нужно постоянно контролировать дорожную ситуацию и уметь ее предугадывать. Для этого тренируйтесь оценивать окружающий мир по зеркалам. Взгляд в левое зеркало – прямо. Центральное – прямо. Правое – прямо. Не надейся на то, что в последний момент успеешь экстренно оттормозиться. Если летит грязь, значит на дороге, скорее всего, очень скользко. Ну да, если сзади грузовик. Видишь лужу впереди или на встречной, притормози заранее и даже аварийку включи. Давай повторим, что все-таки делать? Грязь, летит стекло. Ну, надо включить дворники, если не автоматически. И про аварийку не забудь. Ну да, потом начинаю плавно тормозить и руль держу прямо. Попытка номер 2. Ну что, понеслась. Дворники. Притормозить. Проехали. Ну вот, дистанция чуть больше, и машины не пострадали. Следите за дорогой правильно. Меняйте щетки стеклоочистителя не реже, чем раз в полгода. Да, еще держите дистанцию. И смотрите Главную дорогу на на НТВ. НТВ.